Бой номер 6 открытого ринга. В красном углу Козеев Александр. Представляет клуб Нордленд. 15 лет спортсмена, вес 75 килограмм. В синем углу Цветков Николай. Представляет клуб Нокаут. 15 лет спортсмену, вес 65 килограмм. То есть мы видим, что возраст одинаковый у спортсменов, но спортсмен с красного угла на 10 килограмм тяжелее спортсмена с синего угла. Спортсмены встречаются впервые. До этого друг друга не видели, не знают. Но, тем не менее, работа началась очень активно, то есть без разведки. Мы видим, что спортсмен все-таки красного угла, в принципе, как и спортсмен синего угла, пытается работать жестко, закончить бой досрочно. Клинчует спортсмен синего угла Цветков Николай. Но это у него тактика такая, то есть он работает, рвет дистанцию, наносит удары с дальней дистанции и переходит сразу же в ближнюю дистанцию, не дает это самое спортсмену, противнику не дает нанести удары. Удар в захвате, но в захвате не оценивается. Хорошо пробивает два удара в голову и переходит сразу же в клинч. Для тех, кто не знает, клинч — это такая ситуация, это когда спортсмены абсолютно прижаты друг к другу и не могут нанести удары. Мы видим, что вес, конечно, спортсменов уже здесь довольно хороший, и любой удар может привести к нокауту. Закончился первый раунд. По очкам, если я не ошибаюсь, да, победа в этом раунде, активность в этом раунде присуждается синему углу. На повторах мы видим переход в клинч. Идет активная подсказка, что с правого угла, что с левого угла. Александра наставляют. Да, Андрей конечно. Селецов, Артем Ямщитов, которые следят за его боем. Да. Тоже. Рефери в ринге у нас Тюхтин Максим. Этот бой секундирует. Команда 100 была, ребята разошлись. Ловит Николай. Мы видим, он через ручку раз поймал. Но за это если бы я секундировал этот бой, я бы наказал за нырки. Мы и слышим, что я с угла сказал: не ныряй вниз, будешь наказан. Идет замечание отсутствия работы ног спортсменам. Подсказываю. Начинает пропускать. Не все ли равно, если хорошо попадает руками? Почему такое правило, что ногой обязательно работа должна быть? Не, все-таки это кикбоксинг, и здесь и руки, и ноги должны работать, в принципе, 50 на 50. Потому что динамика боя меняется, и если будет спортсмен работать только руками, то понятно, что это перейдет в бокс, да. Хорошо, ловит сейчас левой рукой Николай и сразу же переходит в клинч. Но спортсмены уже не дожидаются сигнала рефери и сами выходят из клинча обоюдно, без нанесения ударов. Хорошо поймал Николай в солнечное сплетение. Но тем самым составил дискомфорт, конечно, Александру. Это отразится на его дыхании. Мы видим, уже Александр подбородок поднял, во время паузы вытаскивает капу, то есть, чтобы продышаться. То есть это о многом говорит, что все-таки попал Николай. Заканчивается второй раунд. По динамике первый раунд был намного активнее, чем второй раунд. Во втором раунде уже Николай накидал парочку ударов и в основном клинчевал, не давал себя бить. Идет
подсказка. С углов подсказывают ребята, как работать. Мы видим, я подсказываю, говорю, что снизу во время клинча левый кинь прямой, а правый снизу подними, потому что Александр во время своей атаки отпускает голову вниз. О, хорошо попал Николай. Ну и пропускает, конечно, зависает у канатов. Это такая ошибка. Ну, в целом в рубке, я смотрю, Николай он поточнее. Да, Николай на активную. Вот я прошу его сейчас, подсказываю ему, чтобы он завернул. Сделал 2-3 удара и завернул в сторону, чтобы Александр провалился. Ну, а Коля завис на месте и получил серию ударов. Александр накидал ему парочку ударов. Мы не забываем, что Александр тяжелее на 10 килограмм. Вот, и любой удар все-таки может завершить бой в положительную сторону Александра. Да, опасность нокаута там велика при таких весах уже, да? Да, конечно. То есть мы вот видим, да, что Николай набирает очки больше, кидает, налегке кидает, не вкладывается в удары. Александр, похоже, подустал. Конечно. Судя по всему, уже. Мы не должны забывать, что клинч, что вот эта возня в ближнем бою, да, что она физически очень много забирает сил. И кто не готов к такой работе, в принципе, очень быстро устают и руки начинают опускаться вниз. Идет подсказка и с правой и с левой стороны подсказывают, говорят, активнее, активнее. Захват. Захваты за голову запрещены. Ну, это возможно с грэпплинга. Да, это специфика подготовки бойца, конечно. Мы уделяем внимание много клинчу, работе коленями, локтями, а ребята уделяют борьбе и захватам очень много. Мы видим атака Николая Цветкова. Победа присуждается Николаю Цветкову.